из города Салават. И сегодня я еду в Уфу, чтобы сняться в передаче «Портрет». Сегодня мы будем общаться с самым крутым режиссером молодежного театра. И как он сам говорит, режиссер в театре – это Бог. А кто же для него актер, мы сегодня и узнаем. Я выросла в телеке и знаю практически все о режиссерах в телевидении, но практически ничего не знаю о режиссерах в театральном искусстве. Я сегодня выясню, в чем разница между ними. Мусалим Георгиевич – это заслуженный деятель искусств Республики Башкортостан. А еще у него есть республиканская государственная премия имени Бабича. Я думаю, вам обязательно понравится наш сегодняшний выпуск. Смотрите, не пропускайте. Ваш портрет когда-нибудь писали? Однажды писали, думаю, по фотографии, потому что сам я при этом не участвовал. Какого вопроса вы боитесь? Что такое логарифмы? Здравствуйте. Здравствуйте. Как поживаете? Хорошо. Это очень хорошо. Да, ничего, вроде бы, слава богу, все нормально. Здравствуйте, Мусалим Георгиевич. Меня зовут Мадина, можно на Малина. Я хочу вас познакомить с нашими правилами. Все довольно просто. Мы задаем вам вопросы, а вы на них отвечаете. Параллельно мы будем вас рисовать. В конце вы сможете выбрать один из портретов в подарок. Как ваше настроение? Очень хорошо. Как можно к вам обращаться? Мусалим Георгиевич или Мусалим, но на «вы»? Конечно. Мусалим, пожалуйста, на «вы». Как вам удобнее, так и обращайтесь. Для меня приемлемы все варианты, включая Мусалим Обы и Мусалим Агай и ваше высокопревосходительство. Я шучу, конечно. Ау. Мусалим, расскажите, пожалуйста, с чего для вас начинается театр? Всем, наверное, хорошо известно высказывание Станиславского по поводу того, что театр начинается с вешалки. Конечно, Константин Сергеевич, я думаю, подразумевал то, что в театре нет мелочей. Все имеет огромное значение. Театр, наверное, начинается с желания человека создавать реальность дополнительную и созерцать реальность дополнительную. Вот то, чем вы сейчас в том числе и занимаетесь. Это же все то, что создает впечатление. Вот когда-то, наверное, какие-то первобытные охотники устроили танцы перед костром, чтобы у них получше продвигалась охота. Наверное, с тех пор и зародился театр, и все виды искусства, которые связаны с таким, представлением, если так можно выразиться. Я думаю, театр начинается с того, что человек захотел другим людям что-то показать умное, красивое и симпатичное. Меня зовут Алсу. Можно ли узнать, чем вы вдохновляетесь? Да, довольно много вещей, которые вдохновляют. Хорошая музыка, это все, наверное, одно и то же говорят. Хорошая литература, хорошая музыка, встречи с друзьями. Не очень частые, могли бы быть и почаще. Конечно, бесконечно прекрасна природа нас окружающая. Очень помогает сосредоточиться, отдохнуть и, зарядиться новыми идеями. Семья, разумеется, тоже, которая является поддержкой, оплотом и вдохновляющим таким моментом в жизни. В итоге получается все как у всех. Все как у всех. Сложно у меня, да? Например, нос, например. Он у вас очень красивый, на самом деле, прямой. Дело в том, что я никогда не умел рисовать. Это причина моих многих печалей. Даже когда я учился в школе, в средней, в общем, никогда ничего не получалось у меня. Вечно тройки я получал. Расстраивался. И всю жизнь завидовал людям, которые умеют рисовать. И всю жизнь завидовал, и сейчас завидую. Когда смотришь какое-нибудь изваяние античное, думаешь, вот это искусство выше времен, выше веков, не то, что наше. Вчера спектакль прошел, и в том виде, в котором он вчера прошел, никогда не повторится больше.
и о его достоинствах и недостатках через даже 2-3 года будут судить, потому что о нем напишут, зарисуют и сфотографируют. Так что вы занимаетесь таким каким-то хорошим вечным искусством. Да-да. Здравствуйте, Мусалим. Я Искандер. Привет. Хотел задать вам вопрос. А вы с детства хотели работать в театре? Да нет, я думаю, наверное, если с детства кто-то и хочет работать в театре, скорее всего, девочки. Потому что они очень рано понимают, что они хотят быть актрисами, смотрят «Карнавальную ночь», там еще что-нибудь. А у мальчиков же ветер в голове довольно долго. И они, в общем, бегают по двору, там гоняются за собаками, там в футбол играют. Если есть снег и лед, в хоккей играют. Я в детстве много чем занимался, совершенно разнонаправленным. И борьбой занимался греко-римской, и классической, и альпинизмом занимался. В этот туристический кружок ходил, в музыкальной группе играл. Чем угодно занимался, только не театральной студии, никогда в театральный кружок не ходил, никогда в жизни. Один раз заглянул на 5 минут и ушел. А потом просто почти случайно оказался в театре профессиональном. И в качестве монтировщика сначала, потом осветителя, потом звукорежиссера. Ну, а потом подумал, если заниматься театром в принципе, то, ну, в общем, амбиции мои превысили амбиции звукорежиссера, и я попробовал себя в другом качестве. И оказалось, что это весьма интересное занятие. Весьма. Да-да, да-да. Почему вы решили то, что вы попали в театр случайно? Может быть, это была судьба? Может быть. Наверное, это была рука судьбы, скорее всего. Ну, так может быть, во всяком случае. А на самом деле в тот момент я просто искал работу, которая подразумевает достаточно много свободного времени. Ну и зная, что в театре в основном там работают, грубо говоря, с 11 до 3, а потом с 7 до 10, я и пошел в театр, практически проходя мимо, просто зашел. Устроился на работу. Вот так. Да-да-да, да-да. Режиссер самый главный на сцене? Ну, режиссер, довольно молодая профессия, кстати, режиссер. Едва 100 лет исполняется, ну, 120, может, 130, может. Режиссер в каком-то смысле там, наверное, предводитель творческого заговора единомышленников. Его задача в том, чтобы как-то все, что происходит, направить в единое русло. Но такой разумный режиссер редко из себя батьку Махно изображает. Я думаю, чаще всего должен быть найден творческий союз, какое-то взаимопонимание, увлечь всех собственной идеей нужно. Но с точки зрения организации, пожалуй, да, пожалуй, главное, да. Наверное, да. Да-да. Здравствуйте, меня зовут Тагер. Очень приятно. Я бы хотела спросить, а какой ваш любимый мультик? Мой любимый мультик, ну, конечно, если вы кого-то из сюда приходящих людей спрашивали, они, конечно, говорили все «Ежик в тумане», да? Хороший мультик, прекрасный шедевр. Это из старых мультиков. Очень много советских мультиков было и есть хороших, типа Винни-Пуха, например, нашего, который тоже прекрасен. А из современных, по некоторой осмысленности, оригинальности взгляда на мир и глубине, наверное, «Смешарики». Да-да-да. Скажите, пожалуйста, вы вот когда ходили в театр, смотрели чужие спектакли, у вас было такое в голове, что-то наподобие мысли, наверное, что я бы мог сделать лучше, не знаю? Бывало, конечно, не часто удается ходить к коллегам на спектакли. Но в своем-то театре мы все спектакли смотрим. Бывает и такое ощущение, что, дескать, видали мы такое, можем и получше сделать. Бывает ощущение ровно наоборот, да как же это. Иногда смотришь, понимаешь, что это очень хорошо, что это классно, но еще при этом понимаешь, как это сделано. И понимаешь, что, наверное, ты мог бы что-то подобное повторить. А бывают случаи совсем запредельные,
что ты смотришь, понимаешь, что это очень хорошо, и даже не можешь понять, как это сделано. И в такие минуты, я думаю, хорошо, что человечество вообще придумало такое понятие, как белая зависть. Это нас спасает многих людей и утешает, потому что все-таки мы говорим, завидую белой завистью, все-таки белой. Конечно, такое бывает. Но бывают спектакли, которые, посмотрев, выходишь, так сказать, мысленно себя возвеличив, потому что это для кого-то был не очень удачный спектакль, и ты понимаешь, что ты-то уж точно получше сделаешь примерно такое произведение. Какой это был спектакль? Может быть, не постановщик? Нет, конкретно не вспомню я, нет. Правда? Конкретно не припомню я. Их много, и таких, до которых не дотянешься, и таких, которые как будто бы уже перерос. Ну, а может тогда спектакль, который произвел на вас большое впечатление? Ну их тоже очень много. У меня вообще любимцев много в режиссуре. Питер Брук, например, Римас Туминас, Петр Наумович Фоменко, там, Сергей Васильевич Женовач. Очень много, и режиссеров много великих, и спектаклей много у них великих. Это радует, обогащает мир. Просто приятно жить в таком мире с такими людьми под одним небом. Когда-то, наверное, какие-то первобытные охотники устроили танцы перед костром, чтобы у них получше продвигалась охота. Я думаю, театр начинается с того, что человек захотел другим людям что-то показать умное, красивое и симпатичное. И созерцать реальность дополнительную. Вот то, чем вы сейчас в том числе и занимаетесь. Да-да. У вас такое необычное имя. Кто вы по национальности? Я по национальности балкарец. Наверное, требуется некоторое пояснение, потому что вы думаете, что это болгарин, но как-то неправильно произнесенный. Нет, в пределах Российской Федерации есть республика, которая называется Кабардино-Балкария. Столица в этой республике город Нальчик. Вот я и есть балкарец. То есть я родился, в принципе, у подножья самой высокой, величайшей горы в Европе, которая называется Эльбрус. И буквально в возрасте 26-27 лет переехал работать в Башкортостан. А почему вы переехали именно в Башкортостан? Меня направил сюда мой художественный руководитель курса Александр Михайлович Паламишев. Тут было приглашение на работу. Никаких там особых причин для этого не было. Я учился в Москве. Он сказал, надо съездить в Стерлитамак, поставить там один спектакль. Не хочешь поехать? Я сказал, хочу. Поехал, поставил, и с тех пор никак не могу уехать. А хотели бы? Нет, если бы хотел, уехал бы. А в каких странах вы были? Я ни в каких не был странах. Я был только в Турции, в Киргизии, в Казахстане, в Российской Федерации. Я в Российской Федерации и родился, и вырос. К сожалению, я не бывал в далеком зарубежье. Это, может быть, еще случится. Да-да-да. А вы играете на каком-нибудь музыкальном инструменте? Да, я играю на гитаре редко. В молодые годы вообще в составы каких-то музыкальных групп входил, там играл. Самоучка. В музыкальной школе не учился. Да-да. Знаете, в каком жанре были ваши группы, в которых вы состояли? Рок, хард-рок, тяжелый рок, в общем. Но не металл, там, который совсем уже, а такой, который пораньше. Там Black Sabbath, Deep Purple, Led Zeppelin, Rolling Stones. Такие, в общем, группы. А можно узнать, где можно послушать ваши песни? Наши нет. Жалко. Тогда уровень записи, совершенно другие были технологии. Нет, мы даже никогда ничего не могли записать. Это сейчас каждый с собой в кармане студию носит. Телефон вытащил, записал и радуйся жизни. У нас нет, это было сложно, редко и так далее. Да-да-да. Каким прозвищем вас называли в детстве? Да, честно говоря, ничего особенно веселого не могу припомнить. Но были какие-то сокращения, типа Муса.
например. А так, такого ярко интересного не припоминаю. А если даже и припомню, то буду держать в глубокой тайне эту информацию. Потому что ее никак нельзя выпустить наружу. Все узнают и будут меня так и называть. А вы помните свое первое выступление? В каком качестве? В качестве режиссера или в качестве гитариста? Хотя я никогда толком гитаристом-то и не был, просто у меня желание было. Допустим, считать себя. режиссера. Ну, помню, более-менее, да. Это было, опять-таки, довольно-таки давно. Я еще даже не поступил в театральный институт, а учился на историческом факультете и делал сказку в театре. Как сейчас помню, по пьесе Льва Устинова, которая называлась «Недотепино королевство». Сейчас даже было бы интересно самому посмотреть, что это такое было. Ну, наверное, было не очень ужасно, потому что все-таки спектакль шел довольно долго. Но это был такой дебют у меня режиссерский. Да-да-да. Весь мир театр. А приходилось ли вам режиссировать постановку в реальном мире? Смотря что имеется в виду. В жизни просто. Да. Как-то так организовывать обстоятельства, сталкивать интересы, организовывать и создавать некоторые конфликты, которые нужно там для того, чтобы что-то произошло. Нет, честно говоря, нет. Это какой-то Макиавелли для этого нужен. У меня так не складывались в жизни обстоятельства, чтобы приходилось этим заниматься. Вообще я обратил внимание, чем лучше актер, чем лучше артист профессиональный, тем меньше он играет в жизни. То есть он вообще не играет в жизни. Это вот такой непреложный факт. Я думаю, это неспроста. У актеров есть так называемый период накопления, и в обычной жизни они, как правило, не используют свои навыки никогда для манипуляций и всяких прочих вещей. Но хорошие артисты точно этим не пользуются. А плохих я не видел еще. Вы видели когда-нибудь, что актер справился со своей ролью на все 100%? Бывало, но это редко бывает. Редкие удачи. Ну, в принципе, да, видел. Да. Да-да-да. Как вы думаете, когда вы получите театральную золотую маску? Ой, не знаю. Ну, хотелось бы, чем быстрее, тем лучше. Наш театр уже принимал участие в фестивале «Золотая маска». Было это уже практически лет 10 назад. Со спектаклем «Ночевала тучка золотая». Но мы «Золотую маску» не получили. Это довольно сложно, от многих зависит обстоятельств, не только художественного характера. Вот. А сейчас прогнозировать, когда и при каких обстоятельствах мы получим «Золотую маску», мне сложно сказать. Мы же ведь работаем не для этого. А вообще хотелось бы, чем быстрее, тем лучше. Не знаю, будем надеяться, что вот в этом году и получим «Золотую маску». А ваш театр завидует тем театрам, у которых уже есть золотая маска? Ну, не зря же я недавно говорил про белую зависть. Ну, честно говоря, нет, не завидуем совсем. Потому что что же им завидовать? Ну, и работаем. Мы хотим быть нужными и полезными своему городу и своей республике. А «Золотая маска» – это такое дело. Дадут – хорошо, не дадут – ничего страшного. Расскажите, а как вы познакомились со своей женой? В театре предсказуемо. Она, естественно, работала и работает актрисой сейчас молодежного театра в башкирской труппе. Вот так и познакомились. А ваша жена ревнует вас к остальным актрисам? Ни в коем случае. Мы же работаем вместе, всегда все друг про друга знаем. И никаких оснований для того, чтобы иметь какие-то противоречия и недоразумения, никаких оснований для этого нет. Скажите, пожалуйста, а часто до знакомства со своей женой вы влюблялись в актрис? Нет, не часто. Ну, случалось, наверное. Ну, нет, не часто. Я не такой уж влюбчивый человек.
А как вы поняли то, что она ваша судьба? Да, даже и не знаю. Я просто предположил. Понять мы это все пытаемся последние 17 лет, и еще будем продолжать понимать. А у вас хорошо развито актерское мастерство? Я думаю, что лично я сам не очень-то хороший артист. Я, может быть, поэтому и не работаю артистом. Потому что мне как-то Бог не дал этого дарования, я так считаю сам. А сам я не пробовал работать артистом. Поэтому я даже не знаю. Может быть, я и хороший артист, который думает, что он не хороший артист. Но вообще я думаю, что я полностью большую роль от начала до конца не соберу, не вытащу, и я ее не смогу так тянуть структурно. У меня все время мешает ощущение несерьезности происходящего. Я, наверное, не смог бы артистом работать. Чего вы боялись в детстве? Ну, в детстве я боялся, наверное, всего, чего все боятся. Ну, например, я боялся и боюсь собак. И сейчас боюсь. Ну, и не то, чтобы я там теряю сознание, увидев собаку от страха, но если есть возможность обойти, я обойду. А боялся, когда меня там на какое-то небольшое время 5-10 минут оставляли, например, в автобусе междугороднем, на котором мы собирались поехать в деревню, и мама выходила куда-нибудь там купить что-нибудь бабушке, пряники, бублики, там, молоко. Она-то знает расписание, а я-то не знаю, что она знает расписание. И сижу, боюсь, что автобус без нее уедет. Вот такие бывали всякие страхи. А так, чтобы я там сильно боялся какой-нибудь грозы или темноты, такого я не помню. А в остальных вопросах я достаточно бесстрашный был. И по гаражам прыгал, и бегал, и там по заборам. Один раз упал и руку левую сломал. Ну, в общем, как и положено мальчикам, я вел себя достаточно безрассудно. Какие у вас обязанности в семье? Ну, я главный шофер в семье. Я, в общем, там главнокомандующий, наверное, в меру. Я шучу, конечно, но тем не менее. Я изредка готовлю, но дело в том, что я готовить люблю. Поэтому я не знаю, отнести это к обязанностям или к хобби, или еще к чему-то. Я когда готовлю, я отдыхаю. В пределах Российской Федерации есть республика, которая называется Кабардино-Балкария. Я родился, в принципе, у подножья самой высокой, величайшей горы в Европе, которая называется Эльбрус. И буквально в возрасте 26-27 лет переехал работать в Башкортостан. Какие у вас самые любимые постановки? Можно к таким, которые хорошо помнятся мне самому, а может быть не только мне. Я бы отнес «Маугли», спектакль нашего молодежного театра, который я у нас ставил. Я бы отнес «Тиля» у Леншпигеля. Я бы отнес «Жестокие игры» Арбузова. И, конечно, «Радость нашего дома» по повестям Мустая Карима в башкирской труппе, которую я делал. «Эти свободные бабочки». «Ночевала тучка золотая». И сейчас совсем недавно выпустил спектакль по пьесе «Забыть Герострата» «Поджигатель», по-моему, любопытный. «Невеста из Эмеретии». Да и, пожалуй, достаточно. И так слишком много перечислил. Был вопрос про то, ревнует ли вас ваша жена к актрисам? А теперь наоборот. Вы ревнуете свою жену к другим актерам? Ну, опять-таки, нет особых причин для этого. И по оснований и поводов. Потому что под моим неусыпным присмотром ничего ускользающего от... Ну, нет, в общем. Короткий ответ – нет. Ну, не особо, я бы так сказал даже. Да-да. А у вас есть дети? А как их зовут? У меня дочка одна, ее зовут Лейля. Она учится в 20-й гимназии. Ей 16 лет в данный момент. Учится хорошо. А вы хулиганили в школе? В школе, ну, бывало, к сожалению. Но не так уж сильно, не страшно.
и не кровожадно, но хулиганил, конечно. Не вижу в этом ничего хорошего, но думаю, такова природа человека. Бегать, когда это не очень разрешено, шуметь, когда этого делать не надо, забывать все, что только можно забывать, и услышать в ответ: «А голову ты свою не забыл?» Обычно мне учителя говорили именно так. А если бы вы вернулись в прошлое, в свой подростковый возраст, то какой бы совет вы себе хотели дать? Не знаю. Если совсем серьезно, я бы дал себе совет уговорить отца сходить к врачу в нужное время. А так особо сказать, что бы я сам себе посоветовал, ну, просто, наверное, повнимательнее быть ко всему и время не тратить напрасно. А так ничего серьезного. Вам нравится, когда артисты на сцене импровизируют? Да, очень нравится. Но это должно быть в меру. Чувство меры и чувство вкуса в нашем деле – это страшный дефицит, очень опасная вещь. Большинство артистов думают, что они умеют импровизировать. На самом деле импровизировать из них умеют единицы. И когда импровизация уместна, и четко, и тонко сделанная, это, конечно, высший пилотаж. А если бы ваша жизнь была спектаклем, то как бы он назывался? Она бы называлась «Удивительные и невероятные приключения Мусалима Кульбаева во второй половине 20 и первой половине 21 века». Длинное название, да? Ну и пусть. А кто самый добрый человек в вашем окружении? Сейчас, Да. за исключением родителей и вообще близких, да, самый добрый человек в моем окружении? Сложный вопрос. Посмотрит мое окружение нашу передачу и скажут: ага, а нас-то он недооценивает, но это остальные. Думаю, что все-таки, не знаю, наверное, как и у всех опять. Бабушки, это, наверное, мои были обе. Но было это давно. Удивительно, как люди умеют рисовать, а? А вам какие художники нравятся, друзья? Питер Брейгель-младший или, может быть, Питер Брейгель-старший? Ну, допустим, Леонардо да Винчи. Ну да, Леонардо да Винчи, Рубенс, Микеланджело, допустим. Микеланджело. Я скажу, что российских художников, наверное, именно где-то 18-го, возможно, 17 века достаточно много. Мне, например, нравится картина «Бурлаки на Волге». Но, конечно же, наверное, за границей, я не знаю, мне кажется, что там более безумные картины. Например, «Утекающее время» была картина. Сальвадор Дали, да? Да. Везде по-разному, и везде, наверное, есть свои хорошие художники. Выбрать одного, наверное, это невозможно. Конечно, это все равно, что мне сказать: выбери одного режиссера своего любимого, когда их у меня 10, например. Тогда давайте так и спросим. Кто ваш любимый режиссер? Ну, я уже так немножко перечислял. Вообще финалиста выбрать, что ли, из всех. Ну, тогда Евгений Багратионович Вахтангов в таком случае. Основоположник Вахтанговского театра в Москве, при котором существует Высшее театральное училище имени Бориса Васильевича Щукина, которое я и закончил в свое время с ошеломительным успехом. Да-да. А когда вы последний раз плакали и почему? Ну, сказать прямо, чтобы сильно плакать, это все-таки явление нечастое, если не сказать даже сильно редкое. Если говорить про самый последний раз, это как-то все время связано с произведениями искусства. Как ни странно, слезы наворачиваются в основном из-за этого. Во время, например, просмотра фильма не нового, а старого советского «А зори здесь тихие». Ну, к примеру, я говорю. И таких примеров немало.
бой идут одни старики и так далее. Но в полном смысле слова это плачем Ярославны. Не назовешь, конечно, но что-то в этом есть такое плаксивое. Вообще есть некоторый во мне сентиментализм, конечно. Вот у меня друзья из Кабардино-Балкарии, из Нальчика. И они иногда пытаются меня научить их языку. А учить ли сложно его? Да, очень сложно. Но, как вы знаете, на Кавказе вообще огромное количество существует народов и народностей и языков всевозможных. И они все, как правило, не отличаются большой простотой. В том числе абхазо-адыгская группа языков, в которую входит и кабардинский язык, которому вас пытаются обучить ваши друзья. Вообще учить языки – это вообще здорово и полезно, но конкретно кабардинский язык весьма и весьма сложен. Я вам желаю на этом пути всяческих успехов, но это будет непросто. Если вы выучите 10 слов на кабардинском языке, можете себя считать после этого просто настоящим героем лингвистики. А вы знаете какие-нибудь иностранные языки? Нет, к сожалению, помимо того, что я не умею и никогда не умел рисовать, о чем я сокрушаюсь и до сегодняшнего дня, я, помимо этого, еще очень тяжело восприимчив к иностранным языкам, к изучению их. И вот, к сожалению, я учил в школе французский язык. Не скажу, что в больших успехов добился. В университете учил английский язык. В Щукинском училище учил немецкий язык. Не очень получается, прямо скажу. Не очень получается у меня это. У вас есть какая-нибудь безуминка? Не знаю. Смотря что подразумевать под этим, в общем, хорошим словом. Я надеюсь, что есть. Но как-то бы ее надо обнаружить. Примерно что это. Это может быть в области такого какого-то страстного увлечения тем, что ты делаешь. Какие-то увлекательные штуки профессиональные, связанные с искусством. Горящие глаза, наверное, в какой-то момент. Надеюсь, что есть. Надеюсь, что есть. Скажите, пожалуйста, мы можем сделать с вами селфи? Разумеется. Куда идем? Мы к вам идем. А вы вот, всякие люди сюда приходят, вы одни и те же все время собираетесь с ними, беседуете? Или у всех людей разные детишки собираются? Разные художники, я бы так сказал. Бывает разные. Не вижу в этом ничего хорошего, но думаю, такова природа человека. Бегать, когда это не очень разрешено, шуметь, когда этого делать не надо, и услышать в ответ: «А голову ты свою не забыл?» Какого для вас цвета счастье? Ну, поскольку я сегодня периодически обращался за цитатами великих предшественников всяких, здесь я тоже хочу согласиться с одним из наших великих предшественников, с Александром Грином, автором повести «Алые паруса». Когда Летика спрашивает Артура Грея: «Ага, я понимаю, значит, нам нужно что-то типа осеннего заката». А он отвечает: «Нет, мой друг, нам нужно что-то типа весеннего восхода». Я думаю, что счастье цвета весеннего восхода и есть. Вы хорошие, с вами интересно. Спасибо. Вам спасибо. А теперь мы вас приглашаем посмотреть наши работы. С удовольствием. С удовольствием. Ого. Очень щедро вы мне скинули лет 15 годков. Мусалим Георгиевич очень интересный и открытый человек. Мне очень понравилось, как он искренне отвечал на наши вопросы. На своем рисунке я изобразила, как будто он управляет актерами и как будто он кукловод. Я, конечно, всегда подозревал, что я римского патриция чем-то отдаленно напоминаю. Этот портрет просто мне льстит прямо-таки. Для меня театр — это нечто особенное, он мне тоже безумно нравится. И даже если работа сама не законченная, я думаю, что главное
не так, как ее закончить, а главное получить удовольствие от этой работы во время того, когда ты ее делаешь. Вот здесь я, по-моему, такой, после примерно 1,5 месяца репетиций Горького пьесы «На дне», вот с такой же степенью осмысленности я, наверное, должен существовать. Он даже сначала не задумался о театральном будущем. Моя мечта сбилась. Я пришел сюда, нарисовал максимально мягко, как я смог. О, композиции вообще люблю очень, многофигурные композиции. Процесс репетиции точно. Только здесь я самое начало репетиции Горького «На дне». Мне понравилось работать с Мусалимом Георгиевичем. Я нарисовала его как на репетиции какого-то спектакля. Мне понравились его истории из жизни, особенно то, что он, оказывается, был музыкантом. Ну, все класс. Мусалим Георгиевич очень интересный человек с очень интересной внешностью. Мне понравилось его рисовать. Также и было очень интересно слушать его истории. Мне очень понравилась эта передача. Если честно, я не ожидал увидеть Мусалима Георгиевича именно здесь, потому что мы с ним живем в одном доме, и я практически каждый день вижу его где-нибудь в коридоре или во дворе своего дома. Было приятно пообщаться с ним. Классно, ребята. Вот я не зря вам завидовал, сидел все это время в кресле. Всегда завидовал, завидую и буду завидовать людям, которые умеют рисовать. Молодцы, ребята, браво. Спасибо вам большое. Все хороши, но все нельзя, да? Тогда я вот этот выберу. Можно? Я очень старалась над этим портретом и сделать его более графичным, более современным, но при этом нарисовать его, как он сидит за работой сценария. Еще раз вам большое всем спасибо за внимание оказанное. Вы настоящие молодцы. Мне безумно понравилось с вами общаться. Мне безумно нравятся ваши работы. Бог даст, еще увидимся не раз. Всем вам удачи, здоровья и творчества. Спасибо вам большое. До свидания. Спасибо. До свидания. Спасибо. До встречи. До свидания. Я считаю, что, кстати, я вообще достаточно откровенно вообще сегодня отвечал. Это вообще довольно высокий уровень откровенности. Я так редко разговариваю. Но все-таки какая-то доля лукавства была? Немного.